Привет, пес Барбос. Че, гуляешь с нами? Да? А мы вот идем на прогулку, но рановато еще. Я тут не знаю. А, вон до того строения надо дойти. Что-то минут 5, наверное. Вот они тут гуляки. Вот такое море. Хорошая штиль, можно так сказать. Большой ветерок. Какие-то холмы, не холмы. Там где-то наверху какие-то строения. Там собака, короче, застряла в ветках и гавкает. Выйти не может. Смотрите, там где-то строение, где-то на самой верхотуре. Ну, сейчас вот должны экскурсии нас быть отсюда. Можно увидеть маленькую морду мамонта. Вон два главная, средняя и следующая будет большая. Почему они названы сердоликовые? Потому как здесь самое больше добывалось камня сердолика. Это единственный камень, который находится только здесь. А вот прямо в горе можно увидеть большой отпечаток пальца в перевернутом виде. В горе растет дерево, это дерево фисташка. Летом оно зеленое, но сейчас, естественно, это птицы баклан. Ныряют до 15 метров под воду и кушают до 3 килограмм рыбы.
бухта Слон с небольшой пещеркой. Почему слон? Потому как вот этот мысок сейчас напомнит форму слона или мамонта, когда мы отойдем чуть подальше. Вот это в углу следующая бухта, это бухта Барахта. Так назвал ее Максимилиан Волошин. А Владимир Высоцкий назвал эту бухту Парус, потому как в 63-м году он написал здесь песню «Парус порвали парус». Из-за вот этой скалы, которая стоит вся в воде, уши по бокам, задняя лапа, спина и на голове чуть-чуть воду прямо в коне. Это ревучий грот. Глубина его в гору около 19 метров. Но там узко. Ширина, которую сейчас увидите, это вся. А почему ревучий? Когда прямая большая волна в него бьет, воздуху деваться некуда, и он с ревом оттуда выходит. Ну, если вы смотрели старый фильм «Человек-амфибия», его снимали здесь. Вот туда. Ну, естественно, есть легенда о Карадакском чудовище. Якобы это пещера его. Угу. Это только легенда, его никто не видел. Но легенда. Здесь живут только летучие мыши. Да. Фильм я помню, да, классный фильм был. Человека. Но здесь один из кадров. Здесь он выныривал. Ага. Да, А я, выныривал он на Тартанкуте. я помню вот эту, да, вот эти вот. В углу это чаша или ванна любви. В древние времена молодожен после свадьбы сюда сажали на ночь, чтобы они напитывались любовью и счастьем до конца своих дней. Воды там по щиколотку, а после дождя сильного идет душ с пресной водой. Напоминает структуру кожи слона. Самая высокая точка вулкана 433 метра. Пресная вода, везде не растения, это пресная вода. Это два ущелья. Одно ущелье голубинное, здесь живут голуби. Вон они сидят на выступе с левой стороны. Они маленькие, дикие. Было их здесь до 6 видов, остались только вот такие маленькие голуби. А вот это следующее ущелье, это летучих мышей. Оно чуть поуже и потемнее. Тут живут мыши.
темы. это золотые ворота, высота которых 25 метров, а глубина ворота 15 метров. А справа от них морской лев поднял голову вверх, охраняет золотые ворота. Это мыс Большой Маяк. Когда-то давно он служил маяком для кораблей, но раньше фонарей не было, палили костер. И это был ориентир для кораблей. Маленький кратер вулкана. Ну, кто-то видит как утробу, потому что видит. А вообще это малый кратер. А сам мыс вот этот Иван Разбойник, а за ним
лесенка туда вон вниз. Рыбаки. Тут эллинги. Вот отсюда прогулочки. Мы на прогулочку по морю до Карадага. Там, конечно, интересно, если вы не видели. Интересно плавать туда, потому что виды необычные, высокие какие-то горы там.